Наше выступление, наше обращение к башкирской молодежи вызвало резонанс. И возникли новые вопросы. Почему это обращение к башкирской молодежи? Я объясняю. Потому что мы у нас в организации не делим, повторяюсь, татаро-башкирские группы у нас. У нас татаро-башкирские студенты вместе. 1700 человек. Мы каждое воскресенье собираем татаро-башкирских студентов. Какой вред наносят нам те люди, которые за границей туманят мозги нашей молодежи башкирской? Ведь башкирская молодежь подписывается на эти каналы. Это все остается в памяти. И когда башкирская молодежь будет идти на работу в госорганы, когда башкирская молодежь пойдет в прокуроры, судьи, в депутаты, что они подписаны были на этих инагентов, на эти пагубные сайты, это все будет в памяти. И с этим мы сталкиваемся. Надо башкирской молодежи сегодня сосредоточиться на занятии спортом, на получении знаний. Знание – это сила, знание – это богатство. Конечно, нужно больше проводить мероприятий. Вопрос номер один, который надо сейчас решить, это написать историю, ту историю, которая отвечает требованиям сегодняшнего дня. История башкирского народа. Особый акцент сделать на войне 812 года, на Второй Отечественной войне и на сегодняшней ситуации. Никто никому не запрещает разговаривать на башкирском языке, петь башкирские песни, танцевать башкирские танцы. Но еще раз повторяюсь, вот эту вот ситуацию отделения от России, надо ее исключить. Надо набираться сил, набираться знаний, набираться финансовой мощи и дальше двигаться вперед. Вот эта история, она всегда переписывается. Она, как правило, пишется победителями. Да? Вот в этой истории нужно указать, написать значение башкирского народа вот в этих войнах. А оно было огромное. Вот. Люди должны знать своих героев. Башкирская нация – это с духом, с таким она, с национальным духом. Поэтому нужно башкирские общественники, чтобы ходили по школам, ходили по детским садам. Вот я в прошлом году был в 30 школах, нынче я был уже в 6 школах. И в этих встречах с молодежью, с учениками в школах, в детских садах нужно рассказывать про своих героев, про свою историю башкирского народа. Поэтому она должна быть направлена на поднятие национального духа. Ведь столько героев у башкирского народа, которыми можно гордиться. Нужно проводить работу с молодыми родителями, чтобы прямо с пеленок, с первого дня, с рождения знали башкирский язык. И если башкирский язык уже ребенок освоил в 5-летнем возрасте, в 3-летнем возрасте, он его никогда не забудет. Но нужно еще параллельно с языком, конечно же, вот этот башкирский фольклор. Очень важно мусульманство. Мусульманство играет огромную роль. Это основа, это ифтары. Я бы, наверное, порекомендовал создавать какие-то финансовые клубы деловых людей. Вот, например, 2 года назад я был в Башкирии. Я был в Ижевске, в Удмуртии. И там создан клуб предпринимателей в Ижевске. И там он создан татаро-башкирский. Вот, всего 2 года. Они уже провели татаро-башкирский сабантуй, этот клуб деловых людей. Они уже сошили одежду для башкирского ансамбля, для татарского. Но в Ижевске нет башкирской газеты, они помогают татарской газете и на татарском языке, и на русском языке. Поэтому нужно постоянно вот этим вопросом национальным заниматься.
каждый день. Вот, среди молодежи, школьной молодежи, нужно выявлять будущих лидеров. Лидеров, которые будут заниматься сохранением языка и сохранением культуры. Мы много ездили по России. 4 года мы презентовали книгу. Вот, эта книга, она универсальная книга. Она для всех народов, эта книга. Называется «Усть-Жеремде, Усть-Телем». Вот в этой книге она тоже как рабочая книга, как настольная книга, она должна быть у каждого общественника у башкир. Она должна быть у каждого директора школы в Башкирии. Мы ее презентовали дважды в Уфе, в Стерлитамаке. Ее много в читальных залах. Вот, пожалуйста, пользуйтесь. У нас есть специальная программа, стратегия из 36 пунктов. Она для татар и для башкир у нас, потому что и у башкир, и у татар у нас проблемы одни и те же. Ассимиляция. Вот это очень важный вопрос. Как нам бороться с ассимиляцией? Мы должны вырабатывать татарскую среду, башкирскую среду, чтобы молодежь на природу ездила, караоке пели, общались между собой, чтобы создавались браки совместные. Совместный брак, потому что в будущем мы вот, например, у себя на встречах мы рассказываем, мы берем тему похорон, например, если родители разной национальности, разной религии, как последний путь провожать, как детям имена давать, какой нации должны быть дети. Мы все это с молодежью обсуждаем. В Москве, например, работа с башкирской молодежью, она недостаточна. Она недостаточна и в городе Уфе, Туймазы, Стерлитамак. Вот сколько учебных заведений высших. В каждом высшем учебном заведении должна быть такая молодежная башкирская организация, которая будет заниматься главным сохранением языка. Это КВН, это встречи, это караоке, дискотеки, всевозможные мероприятия. Вот, поэтому в каждом институте в Башкирии должны быть башкирские молодежные организации. Что касается Москвы, мы сторонники того, чтобы во всех вузах были организации татаро-башкирские, и они у нас есть в 26 вузах. Поэтому они проводят вместе мероприятия. Ну, что касается культуры, различие небольшое. Все равно у нас язык один, у нас одни и те же певцы, мы поем одни и те же песни. Но когда вопрос касается плясок, конечно, здесь дух башкирский мы ощущаем. Башкирский дух, башкирскую историю, башкирские вот это настроение. Его тоже нужно передавать из поколения в поколение. Нужно обратиться к депутатам Госдумы, депутатам местным, чтобы они взяли на контроль вот эти детские сады. В детских садах должны проводиться башкирские сабантуи. Например, в Москве, в Коломенском, всегда, всю жизнь есть отдельно башкирское подворье, где показан вот этот фольклор, быт, история башкирского народа. Ведь республика Башкирия, она, по-моему, 130 тысяч квадратных километров, в 1,5 раза больше Татарстана. Население Башкирии также на 500 тысяч больше, чем в Татарстане. Природа здесь и Янгантау, и Челябинская область, и равнинная часть. Очень красивая и разнообразная история Башкирии. Больше нужно ходить в путешествия, больше знать историю башкирского народа, башкирских поселений. Когда проходят выборы, также нужно озадачивать депутатов и проводить несколько раз в год дни башкирской культуры в Москве, в Санкт-Петербурге, в больших городах. Например, в Челябинске очень много башкиров, в Магнитогорске, в Екатеринбурге. И там обязательно должны проходить дни башкирской культуры. Молодежь башкирская, она уникальна, она самобытна. Вот у нас в Москве есть группа «Актирме», с которыми мы дружим уже, наверное, 10 лет. Но настолько они передают дух, историю башкирского народа, группа «Актирме». Однажды мы их хотели пригласить на вечер.
а их нет в Москве, они поехали в Башкирию охранять гору, да. Вот это нас тоже как-то воодушевило, какие они молодцы. Они поехали охранять гору. И там пробыли неделю. И, значит, как герои сохранили гору и вернулись сюда. Много настроения, которые пытаются на нас повлиять, определенные деструктивные силы. Чтобы мы были не вместе с башкирской молодежью, чтобы нас как-то разъединить. Я могу сказать про нашу организацию, про наших общественников, в которые входят и башкиры, и татары. Нас не разъединить. Мы братья, это башкиры, братский наш народ. Мы будем вместе здесь, в огромном мегаполисе, сохранять татарскую культуру, башкирскую культуру и передавать ее будущим поколениям.